«Нагнем весь мир!» — крикнул как-то Кадыров, угрожая там Европе, Америке и другим там странам. И сделал такое громкое заявление уровня мирового доминирования при полном отсутствии реальных действий за пределами этих слов. Это его стиль, как он однажды так выразился. «Я поехал в Украину, идите ко мне, кто там смелый», тоже крикнул однажды Кадыров на фоне пулемета ПК и заправки, угадайте какую, «Лукойл». Таких российских заправок в Украине просто нет. А потом выяснилось, что он был в Ростове и геройствовал оттуда. Постоянные заявления: мы уже там, мы уже участвуем, мы сейчас вот это, мы сейчас там другое, без подтверждений, без фото с реального фронта, без признания со стороны военных источников. Их просто тоже нет. Как он любит говорить: если Путин даст добро и даст приказ, то совершу подвиг. Фраза, повторяемая Кадыровым годами, как мы помним. Подвиги не выпрашивают и не трубят о них заранее. Их молча совершают те, которые могут их и способны совершать. А в этом случае получается, как будто он ждет приказа Путина и откладывает свой подвиг. Он готов на другие подвиги, но только если камера включена и если включена она подальше от войны. Он вечно где-то воевал, участвовал в разных там операциях, но никто этого не видел. Ни враг, ни фронт, ни история. Теперь то же самое повторяют его сыновья. Да, они говорят: если дадут добро, то возьмем Зеленского. Мне вот сейчас интересно, откуда? Из Ростова опять, да? Или же там с Дубая, там с другого города? Много слов, много поз и много понтов. А на деле один и тот же спектакль. Громкие заявления, а также 0 поступков. Вот такой вот диагноз я поставлю. История, в отличие от камер, не ведется по команде и не монтируется. Она запоминает не крики и не позы, а реальные шаги. И вот этот когда занавес он опустится окончательно, останется лишь пустая сцена без этих героев, без подвигов и без оправданий. Совсем недавно Кадыров говорит, что воевать в Украине надо до конца. Легкая и безопасная позиция, когда сам сидишь в тылу и отправляешь чужих сыновей на убой. Ради там Путина и ради вот этой России, которая убивала чеченцев несколько веков.